С добрым утром, дорогие телезрители! На календаре 5 ноября, и говорят, что среда – это так маленькая пятница, а для кого-то среда – это прям середина недели, но в нашем случае сегодня среда – это практически понедельник, потому что сегодня у нас первый рабочий день. Оказывается, короткая рабочая неделя может способствовать повышению уровня счастья сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты некоторых исследований. Например, в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого изучали состояние почти 3000 работников в течение полугода. В итоге большинство компаний, а это 92%, решило сократить рабочую неделю до 4 дней. Нам же остается только порадоваться этой коротенькой неделе, а потом, конечно же, вновь входить в рабочий режим. Просыпаемся, заряжаемся позитивом. Это «Утро Якутии». С вами я, Дарья Анкехова. И давайте прямо сейчас узнаем, какая же у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 23 градуса. В Заречной группе 16-22 ниже 0. В южных 13-28 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 33, в Нижнеленских 29 градусов мороза. В западных 14-21 ниже 0. В Колымын-Дигирской группе улусов 25-31, в Янских 25-33 со знаком минус. На северо-западе ожидается до минус 36. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 19 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 18 градусов. А вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди встречают утро с улыбкой, словно они знают какой-то секрет, который недоступен остальным? Ранний подъем для них – это не битва с будильником, а радостное начало нового дня. Давайте же вместе настроим себя на успех, как минимум научившись начинать день с правильной ноты. Возможно, вам будут полезны советы из нашего небольшого опроса. Как вы радуете себя по утрам? Кофе. Это энергию мне придает. С утра кофе выпить, и настроение поднимается. За каждый день благодарю, говорю. Встаю и говорю, спасибо, Боженька, за новый день прожитый. Сегодняшний и вчерашний. Нет, даже не знаю, гимнастику делаю, кофе пью, и все. С утра у меня проблемы с машиной, с утра занимаюсь ей. Когда заводится, очень поднимается настроение. Новости и погоду слушаю. Всякие рассказы. Каждое утро я прихожу на работу пешком, и это мне настроение очень поднимает. Да. И минимальная физическую активность тоже получаю. И поэтому на работу уже с приподнятым настроением прихожу. Потому что как день начнешь, так его и проведешь. А теперь давайте же узнаем, какие же новости произошли у нас на территории республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Движение грузового транспорта по маршруту Жатая-Техтюр временно приостановлено из-за ледостава. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Якутии. Возобновление регулярных рейсов запланировано после 6 ноября. Актуальную информацию о работе маршрута можно будет узнать на официальных ресурсах Минтранса Якутии. В Якутске из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в школах введен карантин, который продлится с 5 по 10 ноября включительно. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города. Об этом сообщила начальник управления образования Якутска Мария Петрова. Несмотря на высокий охват вакцинации среди детей, превышающий 80%, ситуация вызывает обеспокоенность. 83 ребенка были госпитализированы. В связи с этим Мария Петрова обратилась к родителям с настоятельным призывом принять карантинные меры. Она рекомендовала воздержаться от посещения детьми массовых мероприятий, кинотеатров и других развлекательных заведений.
Со следующего года абитуриенты, поступающие по целевому набору, будут учиться по новым правилам. Количество мест для них будет определяться, исходя из потребностей работодателей, а также с учетом форм обучения и образовательных программ. Такой проект приказа представила Миноборнауки для общественного обсуждения. Вузы сами установят не более 4 вступительных испытаний, включая русский язык, для программ бакалавриата и специалитета. Абитуриенты смогут выносить изменения в заявление о приеме после его подачи, но с ограничениями на аннулирование электронных документов и изменение приоритетов зачисления. Россияне, сдавшие централизованный экзамен в Беларуси, смогут поступать в российские вузы по его результатам. Третий антифашистский форум под лозунгом «Народ и армия едины» стартовал в Якутске. События включают десятки мероприятий, которые пройдут на разных площадках города в течение 4 дней. Ожидается, что ключевые мероприятия форума пройдут на площадках Музея «Россия. Моя история». Там будет представлена выставка трофейной техники, захваченной фронтовых фотографов. Участниками мероприятий станут не только волонтеры, активисты и представители органов исполнительной власти, но и сами участники боевых действий. Специально на форум прибыла делегация бойцов-прямиков из Восточного и Южного военных округов. Нами прибыли сюда, на родную землю, на свою родину историческую, 25 военнослужащих наших, которые проявили себя самым достойным образом и выполняя свой долг на полях сражений. Вот, ваши земляки, и мы этим гордимся, безусловно. И это как бы для нас основная точка приложения, дать возможность жителям республики пообщаться с теми, кому не доверили право отстаивать, защищать интересы нашей Родины в зоне проведения специальной военной операции. Первая в истории республики выставка трофейной техники открылась в Якутске. Вооружение стран НАТО, включающее в себя 4 бронетранспорта и 1 боевую машину пехоты, было захвачено российскими солдатами. В столицу техника прибыла совсем недавно. Выставка организована благодаря решению командования Восточного военного округа. Экспозиция расположена на территории музейного комплекса «Россия. Моя история». С 4 по 10 ноября в Якутии проходит неделя, посвященная здоровью легких и профилактике рака. Почему это так важно? Рак легких – одно из самых распространенных онкозаболеваний. Ранняя диагностика спасает жизнь, поэтому важно заботиться о легких заранее. У нас сегодня в студии Анастасия Васильевна Парфенова, врач-онколог, хирург отделения торакальной онкологии Якутского республиканского онкологического диспансера. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте поговорим, наверное, на такую достаточно серьезную тему, казалось бы, не утреннюю, да, но все-таки немаловажную, да. Что же такое рак легкого, да, почему он возникает и почему это считается одним из самых видов опасных? Ну, рак легкого – это злокачественная опухоль, которая возникает из клеток слизистой оболочки бронхов или легочной ткани. Рак легкого является наиболее распространенным заболеванием. В мире ежегодно диагностируется порядка 2,5 миллиона случаев. И, к сожалению, более 70% выявляется уже при распространенных стадиях, так как на ранних стадиях рак легкого себя никак не проявляет, то есть у пациента отсутствуют симптомы. Вот и поэтому это считается достаточно опасным, да, потому что поначалу ничего человек не может заметить, да? Да, то есть жалоб пациент не предъявляет. Тогда сразу возникает вопрос, а какие основные факторы, да, которые приводят к развитию рака легкого? Ну, к основным факторам развития рака легкого это является курение, в том числе и пассивное. Это примерно 90% причины, приводящие к раку легкого. К более редким это относятся какие-то хронические обструктивные болезни, влияние канцерогенных веществ, газа радона, это в промышленности, волокна асбеста. Угу. Анастасия Васильевна, вот вы сказали, что на ранних стадиях незаметно, да, но все-таки первые симптомы, на что нужно обратить внимание? Ну, как я уже говорила, что при первых и вторых стадиях заболевания пациенты не предъявляют симптомы, то есть примерно на локализованной стадии заболевания выявляются 3 из 10 случаев. То есть и чаще всего встречающимся симптомом является кашель с мокротой или без, это может быть кровохарканье, боли в груди, частое обострение бронхита и пневмонии. К общим симптомам может относиться общая слабость, повышенная утомляемость, снижение массы тела, отсутствие аппетита.
Ну, то есть такие достаточно, я бы сказала, симптомы такие, которые можно спутать, опять же, с другими болезнями, да, и, собственно, наверное, поэтому многие, наверное, не обращают внимания, да, на это. Ну, допустим, тот же бронхит, да, тот же кашель, слабость, ну, как будто бы общее недомогание. Да, то есть поэтому, если пациента что-то беспокоит, нужно относиться внимательно к своему организму и всегда обращаться за медицинской помощью. Если все-таки говорить про лечение, да, насколько эффективны сегодня современные методы? Ну, к основному методу лечения относится хирургическое, то есть это удаление первичной опухоли в пределах здоровой ткани легкого с учетом его анатомического строения, а также удаление региональных лимфоузлов. К сожалению, хирургическое лечение применяется только при первой и второй стадиях заболевания и в редких случаях при третьей стадии. В настоящее время хирургическое лечение проводится в большинстве случаев малоинвазивным доступом, то есть это через небольшие проколы на грудной клетке пациента, что уменьшает травматизацию, ускоряет процесс активизации пациента и уменьшает постоперационный период. При второй и третьей стадии заболевания мы уже помимо хирургического лечения используем и лекарственное лечение, которое может проводиться как профилактически, так и как лечебный этап. При больших опухолях, когда они распространяются уже на региональные лимфоузлы либо на соседние органы, то мы проводим химиолучевую терапию. То есть мы проводим облучение первичной опухоли и дополняем это лекарственным лечением. Это может быть как совместно, так и поочередно. И при распространенных стадиях, при четвертой, когда имеются уже отдаленные метастазы, мы проводим лекарственное лечение. В настоящий момент лекарственное лечение является наиболее развивающимся направлением в онкологии. То есть помимо стандартной системной химиотерапии мы проводим еще и таргетную терапию, которая направлена на более прицельное лечение раковых клеток за счет их молекулярных смещений, и проводится иммунотерапия, которая позволяет активизировать иммунную систему человека для борьбы с раком именно. Анастасия Васильевна, но любая болезнь, конечно, проще, да, проходит, если мы, допустим, о ней узнаем на ранних стадиях, да, либо, допустим, занимаемся профилактикой, да. Вот что можно сделать уже сегодня человеку, да, кто, допустим, просто хочет как-то снизить риск заболевания? Ну, так как основной причиной развития рака легкого является курение, то это отказ от курения, причем отказ от курения, в том числе электронных сигарет, отказ от пассивного курения. Это если у пациента есть контакт, у человека есть контакт с какими-то промышленными вредными веществами, это использование средств индивидуальной защиты, ежегодное прохождение флюорографии, диспансеризации регулярно и профилактического осмотра. А с какого возраста уже нужно заботиться и проходить вот подобные профилактические мероприятия? Вообще возраст не является показанием для прохождения. Нужно, даже если ты молодой, всегда проходить обследование. Ну а на сегодня, вот на вашей практике, да, количество людей, кто заболевает подобным недугом, оно возрастает? Особой такой тенденции именно к увеличению рака, частоты рака легкого, я бы не сказала, что они есть. Пациенты есть всегда, то есть они были, они будут, и мы будем стремиться их лечить. Спасибо большое, Анастасия Васильевна, за такую серьезную утреннюю тему. Да, мы, конечно, желаем в первую очередь здоровья вам, но и, конечно, чтобы все-таки пациентов у вас становилось меньше, а не больше. А в любом случае, если вдруг к вам и приходят, чтобы именно благодаря таким специалистам мы могли побороть тот или иной недуг. Спасибо большое, хорошего дня. Болеть плохо в любом возрасте. Это не только неприятно, но может быть еще и опасно. Другие риски, о которых мы забываем, это внезапность. Инфекции не спросят, когда лучше вас посетить. Снизить все эти риски можно при помощи вакцинации. Прививки, особенно детские, одна из важнейших тем современной медицины и здравоохранения. Этот вопрос всегда вызывает много споров, страхов и сомнений. Но за каждой вакциной годы исследований, миллионы спасенных жизней и защита от тяжелых болезней. Доброе утро! Прививки детям необходимо проводить с рождения, чтобы своевременно защитить их от опасных заболеваний, таких как гепатит, туберкулез, дифтерия, корь, паротит и краснуха. Правильный график вакцинации способствует формированию иммунитета и снижает риск осложнений. Первые вакцины вводят в роддоме, что важно для защиты малыша сразу после выхода из больницы.
Перед вакцинацией обязательно проводится комплексное обследование, включая осмотр врача, анализы крови и по показаниям другие дополнительные тесты. Это позволяет выявить противопоказания, такие как аллергические реакции, тяжелые хронические болезни, снижение иммунитета или экстремально низкий вес при рождении и определить возможность проведения вакцинации. Важно учитывать, что не все вакцины можно вводить одновременно. Между ними должен быть определенный интервал для предотвращения нежелательных реакций. Перед прививками рекомендуется предупредить о наличии аллергии и провести профилактические мероприятия, например, принять антигистаминные препараты при риске аллергии. Обеспечение своевременной вакцинации и соблюдение рекомендаций врача помогает укрепить иммунитет ребенка, снизить вероятность заболеваний и избежать тяжелых последствий инфекционных болезней. Своевременная вакцинация важна не только для индивидуального здоровья ребенка, но и для всех окружающих. Будьте здоровы! Улучшить качество жизни и продлить ее, укрепить здоровье в общем поможет, как ни странно, зарядка. Никакая таблетка не даст столько преимуществ, сколько физическая активность. У нас хорошие новости. Привести тело в тонус можно даже прямо в кровати. Мы подготовили для вас комплекс упражнений, которые помогут взбодриться после звонка будильника. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, я фитнес-тренер. И сегодня мы с вами выполним зарядку в кровати, где мы проработаем немножко мышцы пресса и слегка потянемся. Первое наше упражнение. Мы поднимаем наши носочки, не поднимаясь с кровати, делаем вдох, руки вытянули наверх и на выдохе тянемся к носочкам. Выполняем таких 15 повторений по 3 подхода. Здесь мы проработали верхнюю часть пресса. Для проработки нижней части пресса мы ладошки выводим под ягодички, ножки вытянули, сделали вдох и на выдохе поднимаем ножки до 90 градусов. Выполняем таких 15 повторений по 3 подхода. И чтобы включить все мышцы пресса, мы выполним велосипед. Для этого мы делаем вдох, поднимаем корпус наверх, лопатки отрываем и на выдохе начинаем крутить педальки. Носочки натянули на себя и работаем. Выполняем таких 15-20 повторений по 3 подхода. Обязательно животик держать втянутым. И далее сделаем 3 упражнения на растяжку. Мы также лежим в нашей кровати, подтягиваем к себе правое колено выводим в левую сторону, полностью его положили на нашу кровать, правую руку вытянули в сторону, смотрим вправо, левой рукой придерживаем колено, чтобы оно не отрывалось от кровати, а правая рука тянется вниз. Стараемся тянуть так, чтобы лопатка постепенно начала касаться пола или кровати. Далее мы потихонечку возвращаемся и меняем на левую ножку. То же самое, левую ножку мы вывели в сторону, положили полностью на кровать, правой рукой мы придавили колено, левую ручку вывели в сторону и тянем лопаточку вниз. Полежали примерно 30 секунд на каждую сторону. И возвращаемся без резких движений. И для того, чтобы раскрыть наш грудной отдел, мы встаем на четвереньки, ножки шире плеч, делаем вдох и на выдохе руки вытягиваем вперед и стараемся грудь полностью положить на кровать. Лопатки максимально свести. «30 секунд полежали, потихонечку вернулись и повторили так 3 раза. Занимайтесь спортом каждое утро и имейте подтянутое тело. Всем хорошего дня!
Наступил ноябрь, и на улице заметно похолодало. И порой так не хочется выбираться из пространства 4 стен и выходить на свежий воздух. Ну и уж тем более не хочется закрывать кольца активности и нагуливать 10 тысяч шагов. А ведь для душевного равновесия полезно бывать на природе и ходить пешком. И пеший туризм – это лучшая отправная точка. А если добавить рельеф и отправиться в поход по холмам, по лесам, то пользы будет гораздо больше. В увлекательном мини-путешествии побывал наш коллега. Как провести активный выходной? Да очень просто. Проснуться пораньше, собрать команду единомышленников, закинуть в рюкзак термос с горячим чаем, вкусняшки, телефон и двинуть навстречу приключениям. Не просто погулять по городу, а поехать за город, к реке, чтобы насладиться последними теплыми осенними днями. Вперед! Так что же нужно для того, чтобы отправиться в пешую прогулку по пригороду? Да самый минимум. Вам понадобится базовая физическая подготовка, теплая одежда, удобная обувь, хорошее настроение и, конечно, группа товарищей. Причем с некоторыми познакомиться можно прямо в процессе движения. Желательно захватить с собой четвероногого друга. Многие интересные маршруты находятся довольно близко от города, почти в шаговой доступности. Мы добрались на автобусе. Мы приближаемся к месту нашего старта, в пешей части нашего маршрута. Впереди Набагинский подъем, границы районов. И минут через 20 прибудем на стартовую точку. Наш поход начинался со стелы «Орел» в местности Куллаты. Кроме орла, тут появились новые интересные скульптурные композиции. И сразу в гору. Первое испытание – покорить сопку, с которой открывается шикарный вид на реку Лена. Надо отметить, что маршрут этот весьма популярный. Здесь протоптана отличная пешая тропинка. Начинать движение лучше утром. Мы стартовали в 10 утра. Благодаря такому раннему старту путь можно пройти часов за 6, не спеша. Очень часто попадаются смотровые площадки с прекрасными видами. Тут можно отдохнуть и пофотографироваться. Для удобства можно взять с собой трекинговые палки или просто найти подходящую жерть в лесу. В многочисленной группе должен быть замыкающий. Это опытный турист, который следит, чтобы никто не отстал и не потерялся. Можно сказать, что замыкающий поддерживает медленных участников группы морально и физически. Идем по зимнему лесу, прекрасный свежий воздух. Сегодня комфортная температура для прогулок, легкий снежок. Но нужно быть внимательными. Под снегом могут оказаться ветки и корни деревьев. На спусках может быть скользко. Сейчас гулять по лесу легко и приятно. Снег не такой глубокий и не затрудняет движение. Осенний лес очень красив. Кое-где еще остались желтые листья на деревьях и кустах. Мы стараемся держать умеренный темп, чтобы каждый мог насладиться свежим воздухом и видами вокруг. Прекрасная погода для лесных прогулок. Во-первых, не холодно, не жарко, нет комаров, приятный снежок, в лесу полное отсутствие ветра. Дышится легко, свободно, идти можно, кажется, бесконечно. И, конечно, какая же прогулка без чаепития? Обязательно нужно взять с собой термосы с горячим чаем или кофе, печенье, пирожки, блинчики. Перекус даст возможность немного отдохнуть и облегчить свои рюкзаки. Кстати, о рюкзаках. Для простого пешего похода не нужны специальные туристические. Все, что нужно взять с собой, спокойно поместится в любой городской рюкзачок объемом 20-25 литров. Да, иногда нужно останавливаться и дожидаться всех участников похода. Делается это через каждые 2-3 километра на интересных локациях. Заснеженные склоны дают возможность прокатиться с них, как в детстве. Целый день на свежем воздухе – это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты, от гаджетов, зарядиться энергией самой природы. Впервые находясь на снежном маршруте, можно открыть для себя множество новых интересных мест, даже увидеть экзотических животных.
насладиться необычными видами, да и просто подурачиться, бегая по лесу. Хочется пожелать всем активности, здоровья и, самое главное, хорошего настроения. Вот и завершился наш 6-часовой поход, 6-часовое пребывание на свежем воздухе в активном движении. Ну а если вы не такой любитель, как мой уважаемый коллега, ходить в походы, или вам кажется, что на это просто нет времени, то отличным вариантом полезного времяпрепровождения станут прогулки по улицам города. Время для них можно выкроить, если, допустим, проехать на одну остановку меньше, или утром выйти из дома на несколько минут пораньше и, отказавшись от обычной короткой поездки на такси, пройти нужное расстояние пешочком. Можно гулять в обед или вечером перед сном хотя бы 20 минут. А еще лучше знать историю улиц нашей столицы. Тогда прогулка совместит в себе приятное с полезным. Здравствуйте! Вы знаете, что одна из самых оживленных улиц Якутска когда-то была границей города? Да-да, именно так. Нынешняя улица Белинского в начале 20 века носила скромное, но очень говорящее название – Полевая. Ее протяженность около 1 километра. Согласно постановлению Якутской городской управы от 9 декабря 1908 года улица Полевая была одной из продольных улиц города. Она начиналась с юго-восточного конца и плавно огибала город на запад, заканчиваясь у главной магистрали того времени – Николо-Преображенской улицы. Это была настоящая граница. С одной стороны – городская застройка, с другой – бескрайние поля. Интересно, что в 1926 году на этой улице, в доме номер 52, располагалась ветеринарная лечебница. К сожалению, этот исторический дом, как и многие другие старинные постройки, не сохранился до наших дней. Он был снесен, как и дом, в котором жил классик якутской литературы Анимпазис Сафронов в 1920-30-е годы. Но время изменило все. Сегодня на месте той самой Полевой выросла современная улица Белинского. Здесь находится культурный центр «Саргиляские огни», где рождаются творческие коллективы и проходят яркие мероприятия. Научная библиотека СФФУ, интеллектуальное сердце университета с уникальными фондами. В прошлом году улица Белинского пережила второе рождение. После капитального ремонта по национальному проекту она стала современной и комфортной. Но самое интересное впереди. Скоро здесь появится парк будущих поколений. Уникальный проект для Крайнего Севера, который будет работать круглый год. От городской окраины с ветеринарной лечебницей до Центра знаний и культуры. Такова удивительная трансформация улицы Белинского. Она прошла путь от пограничной Полевой до современной артерии Якутска, сохранив свою уникальную историю. Узнавайте больше нового о нашем городе в следующих выпусках. Оставайтесь с нами! Ну а сегодня 5 ноября, и отмечается в этот день очень интересный праздник – День рассматривания старых фотографий. Этот праздник, конечно же, не официальный, но очень душевный. Самое время достать забытые фотоальбомы и перелистать их. Это отличная возможность провести время в кругу близких людей, вспомнить самые значимые веселые моменты, а также рассказать детям об истории семьи. Чем же еще запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 5 ноября – День военного разведчика в России, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. По народному календарю в этот день отмечается память одного из апостолов от 70, Иакова-младшего, прозванного братом Господним. На Якова и Иакова старались закончить заготовку дров на зиму. Считалось, что если успеть сделать это вовремя, то в доме всегда будет тепло. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день. Так крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую. Этот день в истории. 1854. Произошло Инкерманское сражение во время Крымской войны. 1929. В Москве открылся первый в СССР планетарий. 1940. Рузвельт одержал победу в третьей президентской гонке в США. 1957. В Болгарии открыт памятник советским воинам-освободителям, знаменитый Алёша. 1967. День рождения Останкинской телебашни. В этот день родились Кузьма Петров-Водкин, русский живописец, символист, график, теоретик искусства, педагог.
Вивьен Ли, английская актриса, обладательница 2 Оскаров. Кира Муратова, советский и украинский режиссер и сценарист. Джо Дассен, французский певец, композитор и музыкант американского происхождения. Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Ефросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр и Яков. Не успели оглянуться, а уже ноябрь месяц. Еще немного и наступят холода. Справиться с зимней хандрой и получить некую атмосферу тепла и уюта помогут комнатные растения. Они не только радуют глаз, но и станут отличным антидепрессантом. Мини-сад в квартире становится не просто альтернативой настоящему саду, но и источником вдохновения и радости в зимний период. Давайте вместе откроем для себя мир комнатного цветоводства и научимся заботиться о наших зеленых друзьях, которые смогут и помогут нам пережить разлуку с природой до наступления весны. Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых распространенных растений – замиокулькас. Долларовое дерево называется. Я вам расскажу 5 лайфхаков, чтобы ваше растение выглядело шикарно. Первый лайфхак – компактный горшок. Когда будете пересаживать, покупайте горшок по размеру корневой системы. Ни в коем случае не покупайте больше, потому что первое, что растет у замиокулькаса, это корневая система, то есть корни, клубни. И пока клубни не вырастут до размера горшка, в рост он расти не будет. Желательно пересаживать в глиняный горшок или в терракотовый. Второе. Хороший дренажный слой. Корневая система у замиокулькаса не очень большая, поэтому вниз мы насыпаем дренаж, крупный керамзит, и затем уже высаживаем. И корневая система не загниет. Третье. Рыхлый грунт. Обязательно добавляйте в грунт во время пересадки как можно больше разных фракций. Керамзит, циолит, пеностекло. Не забудьте древесный уголь. Пропорция половина грунта должна быть фракции. И тогда корни тоже точно не загниют. Четвертое. Свет. Для того, чтобы ваш замиокулькас рос прямо, не опускал листья вниз, нужен яркий свет. Он, конечно, может и в тени расти, но тогда он будет разлапистый и бледный, не сочный. И последний. Полив. Замиокулькас очень любит воду, но редко. О чем это? Поливать нужно только после полного высыхания между поливами. Поливаем 1 раз в 2-3 недели. Замиокулькас, как я уже и сказала, одно из самых неприхотливых растений и одно из самых денежных растений. Кто-то коротает вечера, увлекаясь растениеводством, а кто-то, возможно, посвящает все свободное время на самообразование, например, на изучение языка. Оказывается, что 500 слов достаточно, чтобы составить 6-7 фраз и участвовать в простом диалоге, состоящем из 5-6 реплик. Понять короткое устное высказывание можно также, если вы знаете столько слов, и, соответственно, сделать несложный текст. Вот давайте изучать язык вместе с нами. Ütö күнінен. Ütö күнінен. Сегодня научимся склонять имена существительные по падежам. Аня, сколько падежей в русском языке? 6. Правильно. А в якутском языке на 2 падежа больше. Это основной, винительный, винительно-собирательный, частный, дательный, исходный, творительный и совместный. Начнем с основного и винительного, так как они выражают прямое дополнение и их часто путают.
Основной падеж не имеет особого падежного аффикса и потому совпадает с основой слова. Употребляется в тех случаях, когда прямое дополнение мыслится как нечто общее или неизвестное. Отвечает на вопросы «кто» и «что». Ким, онна, тох. Ким, тох. Слушаем и повторяем за мной. Дже. Дом. Дже тутабын. Молодец. Строю дом. Сурук. Письмо. Сурук суруябын. Суруябын. Пишу письмо. Инах. Корова. Инах ыбын. Дою корову. Вы, наверное, заметили, что имена существительные сохраняют свою основную форму. Идем дальше. Винительный падеж употребляется в тех случаях, когда прямое дополнение мыслится как нечто конкретное или известное. Отвечает на вопросы «кого», «что». Тогда к имени существительному прибавляется аффикс винительного падежа «н» или «ы», имеющий различные вариации в зависимости от предшествующего звука. Слушаем и повторяем за мной. Уол – мальчик. Уолу – мальчика. Уолу – мальчика. Бу уолу билябин. Я знаю этого мальчика. Бу уолу. Бу уолу. Билябин. Үле – работа. Үлени – работу. Үлени. Работу. Üçügey үлени көрдүбүн. Ищу хорошую работу. Üçügey үлени көрдүбүн. Молодец. Ит – собака. Иты – собаку. Итырык – иты баябын. Привязываю злую собаку. Итырык – иты баябын. Отлично. У Ани очень хорошо получается. Итак, мы узнали о склонении имен существительных в основном и винительном падежах якутского языка, а также об особенностях их употребления. Керсё хадери. Мы напоминаем вам о том, что это программа «Утро Якутии». Мы работаем в прямом эфире. Если вдруг вы пропустили что-то важное, либо, возможно, хотите узнать о последних новостях, то тогда смело добавляйтесь в нашу большую утреннюю команду в телеграм-канале. Итак, вы видите прямо сейчас QR-код на экране, сканируем, подписываемся на нас, ну и, собственно, следим за всем актуальным, что есть в нашем телеграм-канале. Ну а сейчас мы вновь передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Социальный фонд России досрочно выплатил пенсии и пособия за ноябрь всем получателям. Более 9 миллионов пенсионеров получили выплаты на банковские карты уже в субботу, 1 ноября. Выплаты коснулись всех видов пенсии, а также единого пособия на детей, пособий по уходу за ребенком и пособий для беременных женщин. Всего средства получили около 17 миллионов человек. Доставка пенсий через банки возобновится с 5 ноября по обычному графику.
В Якутии продолжается месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период. Инспекторы ГИМС МЧС России ежедневно замеряют толщину льда на водоемах и следят за тем, чтобы транспорт не выезжал в несанкционированных местах. Сотрудники МЧС информируют население о состоянии льда и сроках открытия ледовых переправ, а также проводят профилактические беседы в школах и на предприятиях. Инспекторы напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека не менее 15 сантиметров, для катания на коньках 25 сантиметров, а для проезда автомобилей 35 сантиметров. Кремль планирует использовать искусственный интеллект для обработки вопросов граждан, которые будут заданы президенту России Владимиру Путину во время предстоящей прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сбор вопросов начнется за 2 недели до мероприятия. Использование ИИ позволит оперативно доводить до президента срез общественного мнения. Технопарки играют ключевую роль в развитии малого инновационного бизнеса, предоставляя стартапам готовую инфраструктуру и устраняя барьеры, связанные с высокими издержками на аренду, оборудование и доступ к сетям. Об этом сообщил член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По словам депутата, технопарки позволяют предпринимателям сосредоточиться на разработке продукта, а не на решении бытовых и бюрократических вопросов. Гавырин рекомендовал бизнесу при выборе площадки оценивать не только льготы, но и качество сетевой инфраструктуры. В этом году, 5 ноября, исполнится 75 лет со дня рождения именитого народного писателя, прозаика и драматурга Якутии Василия Егоровича Васильева. В рамках юбилейной даты по всей республике пройдет декада памяти его творчеству и жизни. Кроме того, уже проводятся творческие выставки его работ, круглые столы о его вкладе в культуру Якутии, а также постановки спектаклей по мотивам его пьес. Помимо этого проходят показы кинокартин, одним из которых стал художественный фильм «Потерянные сердца» по одноименной повести Василия Васильева. Показ фильма «Сютер себе цюряхтер», который был основан на реальных событиях. Это одна из тоже лирических, драматических повестей Василия Егоровича. И съемки прошли именно на живописном берегу реки Амга, в Амгино-Нахаринском наследии. Он принимал самое активное участие в этом фильме. И сегодня вот мы в рамках декады решили именно вспомнить и показать его фильм. Он и выступает тут как бы сценаристом фильма и, ну, соответственно, по повести его экранизации его повести. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. И мы продолжаем наш утренний эфир. И прямо сейчас мы хотим поговорить о проекте, который возвращает мамам силы и вдохновение. 17 ноября стартует проект «Мамочки в ресурсе». Это программа для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Это время и пространство, где можно восстановить силы, научиться новому и почувствовать поддержку. А пока мама учится, о детях заботятся профессиональные няни. И все это абсолютно бесплатно. У нас в студии сегодня организаторы проекта. Это Нюргана Адамова, специалист по инклюзивным проектам благотворительного фонда «Харисхал», и Юлия Сокольникова, руководитель проекта фонда «Синет Спарк». Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите немножечко вообще для начала об этом уникальном проекте. Впервые проводится, не впервые, но и какие основные цели, задачи? Проект проводится не впервые. Вообще идея проекта пришла к нам в прошлом году. Тогда совместно с сервисом по поиску нянь под присмотром мы реализовали тестово первый сезон. Он назывался у нас «Мамочки в IT». Это проект был для многодетных мам, где они изучали веб-дизайн и SMM. И именно тогда мы заметили, что если мама полностью сосредоточена на ребенке, в особенности, если это особенный ребенок, то она зачастую теряет себя и забывает, кто она вообще вне этой роли. Именно поэтому мы реализовали второй проект и назвали его «Мамочки в ресурсе» для мам, воспитывающих детей с инвалидностью, потому что для нас быть в ресурсе — это, наверное, иметь какие-то внутренние силы, иметь возможность дышать полной грудью, обучаться, мечтать. И наш проект помогает достаточно безопасно маме вернуть все эти ощущения.
Ну, в принципе, благие цели, они говорят сами за себя, да? Но вот, Нургуяна, а направления, вот по каким направлениям будут обучаться, учиться, отдыхать, получать удовольствие мамочки? Обучение у нас длится в течение месяца, и мы в этом сезоне охватили 3 направления. Это изучение нейропсихологии, то есть узнать, как устроен мозг вообще человека, своего ребенка, чтобы помочь его правильно развить, помочь своему ребенку. Также второе направление — это массаж и ЛФК, то есть такое практическое направление, которое мама может использовать для реабилитации своего ребенка. И не только для своего ребенка, да, но и вообще своих членов семьи. И также наше новое направление — это предпринимательство. То есть основа предпринимательства, чтобы мама не только вот была в семье, чтобы не только вот помогала своему ребенку, но и сама при этом развивалась и нашла для себя что-то новое. И в рамках этого обучения они научатся, найдут тему для своего бизнеса, да, постараются, по крайней мере, да, и поймут, как это все дело начать, чтобы самореализоваться, найти свое дело. И также каждую неделю у нас будут встречи со психологом. То есть это тоже самая вот основная идея этого проекта — помочь маме психологически. И также, конечно, для мам ждут различные творческие мастер-классы, чтобы отвлечься, фотосессии и так далее. Вот мы видим сейчас фотографии с прошлых сезонов, да, действительно много участниц, да, казалось бы, да, потому что обычно же, как мы говорим, вообще всем мамочкам не хватает времени на себя любимую, да, ну а мамочкам, у которых есть дети с инвалидностью, так вообще кажется, что не до себя любимой, да. Ну и вот здесь сразу возникает вопрос, а для чего вообще мамам нужна эта самореализация? Потому что ведь действительно большую часть времени ты посвящаешь своему ребенку. Вы абсолютно правы, то, что всем мамам нужна самореализация, уделить себе время, чтобы все равно от настроения, от ресурса мамы зависит вся семья. Вот, и поэтому каждой маме, и особенно маме ребенка с особенностями, необходимо самореализоваться, прийти к себе, понять, что она хочет, и найти свое дело, чтобы все равно чтобы помочь своему ребенку, нужно быть наполненной и быть в ресурсе. Как, собственно, называется наш проект, да? Юлия, а были ли какие-то моменты, которые вот действительно были таким ярким примером того, что подобные проекты, они действительно меняют жизнь? Да. Особенно это видно, когда мама приходит к нам, на самом деле. В первый день в открытии, когда они достаточно зажатые, с потухшими глазами, и как они выглядят и ведут себя на завершении проекта, да, когда у них искры в глазах, когда они общаются, и настроение у них сразу видно такое приподнятое, они наполнены и так далее. И мы часто общаемся с мамами на самом деле. Вот совсем недавно я общалась с девушками из прошлого сезона, они мне рассказали, что у них сейчас происходит в жизни. Одна мама получила диплом логопеда после нашего проекта. Одна мама сейчас обучается на фармацевта. Еще одна мамочка у нас стала одним из авторов книг родителей особенных детей. И на самом деле это не может не радовать, потому что мамы наполнились силами и, наконец-то, стали в ресурсе. Но если все-таки возвратимся к проекту, да, кто может принять участие, возможно ли еще подать заявку, есть ли какие-то, допустим, ограничения, может быть, по возрасту, может быть, по месту жительства? Подать заявку могут мамы, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет. Также одним из условий является, чтобы мама находилась в городе Якутске во время проекта. Как сказала Нургуяна, у нас проект проходит месяц. Потому что все занятия у нас проходят очно, все встречи, мастер-классы и обучение, все проходит очно, дистанционный вариант мы не рассматриваем. Ну и, конечно же, главное желание, на самом деле, да, желание развиваться, обучаться и узнавать что-то новое. Ну а где можно подробнее узнать о проекте, да, и, возможно, уже прямо сейчас, вот сиюминутно подать заявочку?
Заявки можно подать у нас на сайте dobrosukha.ru. Там у нас при входе на сайт сразу висит баннер. И кликайте туда, заполняете форму заявки. Она очень короткая, и обязательно, что нужно прикрепить видеовизитку, то есть рассказать о себе, о своей семье, о своем ребенке и о своей мотивации, почему она хочет участвовать в этом проекте. И вот достаточно понятная, короткая форма заявки, и если у вас есть какие-то вопросы, также можете обратиться в наш колл-центр и задать свои вопросы. Ну а что бы вы могли сказать сегодня мамочкам, да, которые, допустим, сейчас смотрят наш эфир, да, и вот сомневаются в себе, сомневаются в том, возможно, а надо ли им это, и, может быть, даже в результатах от этого проекта сомневаются, и вот думают, надо ли, не надо? Ну, в первую очередь хочется сказать, наверное, не сомневайтесь, да, потому что каждый день, каждая из мам, она делает что-то невозможное. На самом деле. Наш проект — это больше про поддержку, ни в коем случае это не про нагрузку. И мы очень хотим объять мам всех, да, помочь им. И, конечно же, не надо забывать, что за детьми во время проекта будут присматривать профессиональные няни, поэтому подавайте заявку. Приходите к нам в проект, мы будем очень вас ждать. Заявочку можно подать до 13 ноября, верно? Да, верно. Спасибо вам, девушки, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем, конечно же, вам успешного проекта, да, ну и, соответственно, чтобы это не закончилось, а продолжалось из года в год. И именно ваша такая инициатива, ваша забота о мамочках, она, конечно, нашла отклик в сердцах многих, кому это необходимо. Спасибо большое. Увидимся, не прощаемся, приходите к нам вновь с новыми идеями, проектами. И я думаю, потому что республика все-таки должна знать о том, что у нас есть вот такие активные и очень инициативные девушки. Спасибо вам. Спасибо. Ну а героиня нашего следующего сюжета уникальна, ведь она научилась видеть музыку. И сегодня творчество для нее – это лучшее лекарство и жизненный стимул. Для нее нет никаких преград на пути достижения высот в мире великого искусства – оперного пения. Когда слушаешь пение Лизы Константиновой, по коже невольно бегут мурашки. Сложно поверить, что этой талантливой девочке всего 15 лет, и академическим вокалом она занимается всего 1 год. У Лизы колоратурная сопрано, очень высокий голос, самый высокий голос из сопрано. Хотя Лиза не видит с рождения, это не помешало раскрыться ее природному дару. Любовь к музыке проявилась девочке еще в раннем детстве. Будучи совсем еще крохой, она, затаив дыхание, слушала оперные арии и старательно повторяла сложнейшие партии за известными певцами. Я начала слушать оперу с 4 лет на телеканале «Культура». Мне так понравилась эта опера. Такой красивый голос у оперных певцов, что это радио поют. А какая твоя самая любимая песня? Моя самая любимая песня «Соловей». Несмотря на то, что Лиза занимается вокалом всего год, педагоги уже на первом прослушивании распознали в ней уникальный дар – колоратурная сопрано. Этот редкий тип голоса позволяет ей с легкостью брать самые высокие ноты. И хоть ноты Лиза не видит глазами, зато воспринимает их на слух. Но я знала, что у нее есть абсолютный слух, и голос у нее есть. Никогда у меня не бывает сомнения по поводу того, сможет она эту песню спеть или нет. Вот она любую песню сможет петь. Когда я слушаю пение Лизы, я каждый раз удивляюсь. Потому что это так прекрасно. Потому что я каждый раз горжусь, восхищаюсь, когда слушаю ее пение. Сегодня Лиза уже состоявшаяся юная артистка, покоряющая зрителей своим талантом и собирающая награды на республиканских конкурсах. Недавно у нее состоялся первый сольный концерт, ставший важным шагом в ее творческом пути. Но главное, у Лизы есть одна большая мечта, которая вдохновляет ее на новые свершения. А какая у тебя мечта?
Моя мечта – стать оперной певицей и выступить в Метрополитен-оперы и в Мариинском театре. Эту мечту Лиза несет в сердце как самую главную цель. И судя по тому, с какой скоростью развивается ее талант, нет сомнений в том, что мы обязательно услышим ее колоратурное сопрано на лучших оперных сценах мира. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Такая замечательная, очень добрая и талантливая девочка. И вот на такой позитивной и такой очень доброй ноте мы завершаем наш эфир. Хотелось бы напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире, ну и, соответственно, все последние новости, все вот такое очень доброе и позитивное всегда вы можете увидеть в 7:00 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Ну и заканчивая наш эфир, давайте вновь обратимся к погоде и узнаем, что же у нас сегодня за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 23 градуса. В заречной группе 16-22 ниже 0. В южных 13-28, в Вилюйской 22-33, в Нижнеленских 25-29 градусов мороза. А в западных 14-21, в Колыме-Индигирской группе Улусов 25-31, в Янских 25-33, на северо-западе 17-36 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 19 градусов. Ну а днем температура воздуха ожидается до минус 18. Таким было утро среды. Всем прекрасного, хорошего настроения, отличного рабочего дня. И уже увидимся завтра вновь в 7:00. Вновь на телеканале Якутия-24. Утро Якутии приветствует всех. Всем хорошего, доброго, позитивного дня.